Вот его стол, он здесь сидел, писал, занимался своими изысканиями историческими, и всегда смотрел в окно и вот эту школу. Это рабочее место ветерана Зиннатуллы Гизатуллина. Оно осталось нетронутым. На столе вырезки газет, документы, еле слышно тикают по-солдатски четко выверенные наручные часы. Кажется, что и сам хозяин должен вот-вот вернуться. До своей победной весны фронтовик не дожил неделю. Теперь память о нем хранят его дети, 2 сына и дочь. Он нам все передал, весь любовь, все свои знания, все эти что он хотел сам, он хотел, чтобы мы это имели в общем-то не материальном плане, а духовном плане. Это для нас, для всего села, огромная утрата. Он всем сердцем болел за каждого жителя. Ко всем относился как к равному. Эти дороги, свет, газ во многом и его заслуга. Мемориал построил, сам собирал деньги, даже в долг взял. Это ведь такая память. Это музей нашего села и школы. Он создан Зиннатуллой Гизатулловичем. Все вещи, которые здесь мы видим, прошли через его руки. Вернуться в родную школу и создать краеведческий музей. Это была главная мечта Зиннатуллы Гизатуллина. 43-го он в рядах Красной армии. После победы герой вернулся в родную деревню Старый Резяб. Работал учителем истории, начальной военной подготовки. Создал краеведческий музей. И даже в преклонном возрасте активно трудился. По его инициативе в селе появился мемориал памяти. Каждый год он встречался с учениками школы и рассказывал им о Великой Отечественной, о великом подвиге бойцов. Давал детям воспитание, как надо любить свою семью, родное село, район, республику и Россию. Он свое дело знал и патриотом села был. О самом пожилом муниципальном депутате во всей стране знал и Владимир Путин. Во многом благодаря стараниям ветерана к селу ведет асфальтированная дорога, есть современное освещение, модульный ФАП, школа и детский сад. Местные жители одними из первых стали участвовать в программе самообложения. Зиннатулла Гизатуллин мечтал, чтобы молодые не уезжали из деревни. Он всегда активно участвовал во всех делах, во всех начинаниях. Везде был первым, везде требовательным. И действительно он воспитывал хороших продолжателей. Последний путь последнего участника войны проводили всем селом. Несмотря на то, что Зиннатулла Гизатуллин приболел, на самочувствие не жаловался и ждал свою 77-ю победную весну. Алия Хайрудинова, Марат Зайдуллин, ТНВ, Спасский район. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.